эфире новости экономики на Якутия-24, в студии Марьяна Кутукова. В России прогнозируется плавное укрепление реального курса рубля. Об этом заявил глава Министерства экономического развития России Максим Орешкин после заседания Кабмина, на котором рассматривался прогноз долгосрочного социально-экономического развития страны до 1936 года. Установлен целевой ориентир по инфляции в 4% до 1936 года. Исходя из более или менее стабильной динамики, ожидаем определенного укрепления небольшого реального курса рубля на всей раскладке горизонта. По прогнозу, средний курс доллара в этом году составит 61,6 рубля, а в 2019 году 63,9 рубля. Далее доллар будет расти и достигнет в 2024 году 68 рублей, сказал министр. Отметим, что сегодня официальный курс доллара, согласно данным Центробанка, установлен на уровне 65 рублей 60 копеек, что на 34,18 копеек ниже показателя четверга. Официальный курс евро на 23 ноября снизился на 34,35 копеек и составляет 74 рубля 80 копеек. Напомним, рубль начал слабеть в августе этого года после объявления об очередных американских санкциях против России. В отдельные дни евро превышал 80 рублей, доллар забирался выше 69 рублей. Однако принятые Центробанком меры по повышению ключевой ставки и приостановке покупки валюты помогли выправить ситуацию. Комитет Госдумы поддержал инициативу убрать с улиц электронные табло курсов валют. Документ предусматривает размещение такой информации только внутри уполномоченных банков. Госдума планирует рассмотреть документ 4 декабря. К сожалению, получается так, что на рынке очень много незаконных точек обмена валюты, которые не принадлежат уполномоченным банкам, а принадлежат неустановленным физлицам. В этих обменных пунктах, как правило, проводятся операции по курсам, существенно отличающимся от тех, которые проводятся через уполномоченные банки. Соответственно, недобросовестная конкуренция. И эти операции незаконны априори, поскольку проводятся субъектами, которым такое право не дано законом. Кроме того, в этих пунктах обмена валюты граждан зачастую обманывают. Их привлекают льготными курсами, активно используют внешнюю рекламу, привлекая потребителя с улицы, подчеркнул заместитель директора Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Центробанка России Илья Ясинский. Получить льготы на оплату услуг ЖКХ станет проще. Те граждане, которым положены субсидии на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства, больше не будут доказывать справками отсутствие задолженности по квартплате. Соответствующий закон рассмотрит на пленарном заседании Совет Федерации, сообщает парламентская газета. В документе сказано, что чиновники будут сами запрашивать сведения, а также рассчитывать их стоимость. Напомним, сегодня такие субсидии и компенсации предоставляются в том случае, если на эти расходы уходит более 22% семейного бюджета. Правда, этот показатель разнится в зависимости от региона. Сегодня россияне должны доказывать свои льготы справками каждые полгода, и таких людей, по данным Росстата, 26%. Малому и среднему бизнесу Дальнего Востока окажут дополнительную поддержку. Соответствующий законопроект Минвостокразвития рассмотрен и одобрен на заседании правительства России. По словам Дмитрия Медведева, проект закона позволит существенно расширить финансовую поддержку, сделать ее более адресной и эффективной. Премьер-министр отметил, что Институтом развития малого и среднего бизнеса является Корпорация малого и среднего предпринимательства, которая оказывает небольшим компаниям кредитную и гарантийную поддержку. Законопроектом предлагается законодательно закрепить возможность предоставления корпорации государственной поддержки за счет федерального бюджета. Это практически все стартапы, большая часть инновационных компаний. Соответственно, корпорация должна иметь необходимые финансовые ресурсы, в том числе резервы на возможные потери. Объем поддержки малому и среднему предпринимательству в ближайшие годы возрастет. В 2019 году сумма гарантий, которые будут выданы по линии корпорации, увеличится более чем в 3 раза, до 44 миллиардов рублей. Отметим, что в этом году эта сумма составляла 14 миллиардов. Деньги пойдут на развитие малого и среднего предпринимательства в высокотехнологичных отраслях, развитие сельских предприятий, сельхозкооперативов, фермерских хозяйств и поддержать проекты в регионах, которые требуют повышенного внимания. Это Дальний Восток, Северный Кавказ, моногорода и некоторые другие, сказал Медведев. Якутия получит 5 вертолетов Ми-8 с медицинским модулем для оказания экстренной помощи жителям отдаленных районов. Об этом сообщила заместитель председателя правительства Якутии Ольга Балабкина.
Якутия участвует в реализации федерального приоритетного проекта по обеспечению своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах России. В этом году регион получил 5 вертолетов Ми-8, оснащенных медицинским модулем. В следующем году планируется поставка еще 5. Это позволит обеспечить полностью оборудованными вертолетами филиалы Центра медицины катастроф в районах республики, сказала она. В прошлом году вертолеты санавиации совершили в Якутии более 220 вылетов, эвакуировали порядка 320 пациентов, рассказала Балабкина. Санавиация особенно актуальна в период ледохода, ледостава на реке Лена, а также в летнее время. Как сообщается на сайте Центра медицины катастроф, в следующем году в республике ставится задача увеличения доли госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток до 74%. Кроме того, по словам Ольги Балабкиной, до конца этого года в села Якутии по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» трудоустроит порядка 160 медиков. Она добавила, что с 2014 по 2017 годы в сельские медучреждения привлечено 286 молодых врача и 22 фельдшера. По словам зампреда, наибольшая потребность в медицинских кадрах отмечается в арктических районах. Напомним, программа «Земский доктор» действует в России с 2012 года. Она призвана решить проблему нехватки медицинских кадров на селе. Проект предусматривает выделение 1 миллиона рублей. При этом врачи обязаны отработать 5 лет. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24.